Земельные участки, которые находятся напротив нового спортивного комплекса ПГТ «Кахем», вызывают большой интерес у некоторых высокопоставленных лиц. После выхода первого сюжета, где мы рассказывали, как депутаты и чиновники ПГТ «Кахем» хотят снести дома собственников, чиновники обвинили нас в том, что мы их оговорили. На прошлой неделе на 108-м канале и в телеграм-канале Синди Ньюс был опубликован сюжет «Тувинская рублевка против горожан». В данном сюжете информация не соответствует действительности. Администрация почему-то замалчивает тот факт, что во времена правления Шолбана Карола правительство пыталось отсудить эту землю у предыдущих владельцев, но суды правительство проиграло. Право собственности на данный земельный участок было доказано полностью. В удовлетворение иска правительства Республики Тыва, Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва о признании недействительным договор купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу Кызылский район на 100 метрах севернее от 15-го километра автодороги Кызыл-Сарыксеп, отказать. Эти земельные участки всегда были желанными для некоторых лиц. В своем посте чиновники утверждают, что компания «Азимут» купила данный земельный участок за небольшую сумму, хотя как данная информация является коммерческой тайной. Откуда такие сведения у администрации, которая не должна располагать такими сведениями, нам неизвестно. По данным 108-го канала, за все годы существования элитного района Серебрянки на всех простых людей, которые начинают строительство рядом с так называемой элитой, подают в суд. К ним также наведываются в гости охранники одного большого человека с претензиями. Все эти факты администрации ПГТ «Кахем» и Кызыльского Кожуна скрывают и, наоборот, подают в суд на снос домов законных владельцев земельных участков. Судебные иски мотивируются только тем, что это земля сельхозназначения и строиться тут нельзя. Сельхозназначение, то есть там либо корову пастись, либо картошку садить. И земли населенного пункта можно строить только 0,25% общей площади. То есть на территории 10 соток можно построить только вот 2 на 2 какое-то небольшое здание, сооружение, сарай, чтобы хранить сельхоз. Хотя Верховный суд Республики Тыва признал решение Хурала представителей об исключении этих земель незаконным. И до настоящего времени эти земли должны относиться к территории ПГТ «Кахем». Но администрация пока не спешит исполнять решение суда. Признать недействующим со дня вступления в законную силу решение Хурала представителей муниципального образования ПГТ «Кахем» от 1 декабря 2023 года номер 30 о корректировке генерального плана и правил землепользования и застройки ПГТ «Кахем» Кызылского Кожуна Республики Тыва. В настоящее время идет колоссальное давление на 108-й канал и на собственников, которые приобрели эти участки по строительной ипотеке. Также сегодня должны были состояться публичные слушания по этим земельным участкам, но почему-то администрация ПГТ «Кахем» перенесла слушания на сентябрь. Все это, конечно, вызывает большие вопросы. Долана Тумат, Денис Мангуш, 108-й канал.